С первого же дня после падения Сухуми ни с какой стороны не было пути для нашего спасения. Наша надежда всячески угасла. Мы хотели выйти через Цебельду и направились в ту сторону, но по дороге нам сказали, что абхазы уже вошли туда, поэтому несколько дней мы оставались у армян. Затем абхазы пришли и туда, где мы находились, и расстреляли нескольких моих соседей. В это время мы находились в доме армянина и спрятались среди мандариновых деревьев, а оттуда до нас доносились звуки выстрела пули. Позднее мы увидели на поле, что они были расстреляны. Уже ни с какой стороны, у нас не было дороги, и той ночью мы вернулись обратно домой. 3 дня мы ночевали уже в нашем доме. У меня была больная мать, и она лежала дома, в постели. Днем, в дневное время, мы прятались в лесу, но периодически я приходила домой к маме, давала ей воды попить и немного поесть. Однажды, когда я была в лесу, пришли они после полудня. Они подожгли наш дом, и там моя мать сгорела заживо. Вот так тот дом, вместе с моей матерью, превратился в пепел. Потом мы не могли уже и там, поблизости оставаться, так как они приходили каждый день. Мы ушли вглубь леса, на более дальнее расстояние, и в течение 15 суток находились там жаждущие и голодные. В то время нас было в лесу примерно 5 или 6 семей. Затем у нас появился такой выход из ситуации. Наш сосед, Кварацхелия, был женат на абхазской девушке, которая была родом из Ткварчели. Брат этой девушки привел к нам своих знакомых парней, которые потребовали от нас золота. За цену золота они посадили нас в автобус и вывезли оттуда. По дороге нас никто не остановил, и они благополучно довезли нас до Ингурского моста. ხოდა სამი დღე გავათენე სახში, დედაჩემი ავანტყოფი მეწვა სახში, დღე იგივე ვიმალებოდი ტყეში სახლის უკან, ვაკითხავდი, წყალს დავაჯინებდი ცოტა საჭმელს და ტყეში რო ვიყავ ისე ამ დროს მოვიდნენ ნაშუადღეს და მოუკვიდეს ცეცხლი. იწოდა დედაჩემი ცოცხლად. ასე ჩაიფერხლა დედაჩემიანად ის სახლი.